Sen bana kuntunlukut tenen damжуулгыя зуртаң те хыхымне бурят хылындыры. Улыбты. Бурят хылындыры Sayın, зуртамне sayın, sayın. анца да. Аршо уже ихиле бурят Google переводчиклары. Так, здравствуйте, уважаемые друзья. Мы сегодня, в общем-то, знаменательное событие. У нас Зуртан теперь письменно по-бурятски стал говорить письменно. В общем, ну, сейчас Зуртан Ну, в сам, общем, наверное, по расскажет. Давай. удовольствию всех русских ботов на меня подписанных, да, произошла такая изменение глобальное просто, монструозное, так Мгм. можно сказать. Мгм. Э, Канал решил вести на бурятском языке, используя Google переводчик. В общем, тренируюсь. Причем фишка в чем, многие это не понимают, и я там некоторые бурятосы, они такие думают, что вот там типа только с русского на бурятский переводит. Ты прикинь, вот как это русня в мозги залезла бурятосам, что они думают, Да. что я там с русского перевожу на бурятский. Я с английского перевожу, я с польского перевожу. То есть любой вот из этих добавленных языков 110, да, он с бурятским взаимозаменяемым. Я несколько попробовал языков, там и на чеченский попереводил, и на аварский. Вот с аварским немножко сложно. Я вот там он частенько некоторые фразы не переводит, но, видимо, не допилили, потому что я-то считаю, что Google они подключили искусственный интеллект, и это им позволило просто-напросто, ну, за короткий промежуток времени, скажем, там, в течение месяца обучить Мгм. бурятскому языку искусственный интеллект с нуля, там, 100, 200, 300, а то и 500 тысяч часов. Потому что Мгм. производственных мощностей Гугла вполне хватает на это решение. И, ну, ты представляешь, какие это перспективы открывает? Это потом интеграция во все мессенджеры. Это Да. интеграция будет во все социальные сети. Это Так, что-то подвис ты. Да. Зуртан. Так, а как нас слышно? Сейчас Зуртан немножко мне пишут, подвис. А, что вот что-то сейчас. Ты со сейчас подвис связью. немножко, чуть-чуть. Чуть-чуть подвис, чуть-чуть. Ну, сейчас вроде нормально. Так, мы в эфире. Ага. Можешь Да, да, проконтролировать? да. Ленчин? Да, да. Должны быть в эфире сейчас, я не знаю. Вы напишите, пожалуйста, кто Так, нас я сейчас, смотрит сейчас. подожди, я 6 человек. ссылку 6 человек. сброшу на эфир в мою группу. Ага, давай сбрось. Мгм. Так. В общем, эфир идет на 2 каналах, на рестриме. В общем, на канале Кахита Бурята, это канал Зуртана Халтарова, и мой канал. Ну, если его найти, то проще искать собака Ринчин Гамбоев маленькими буквами, без пробелов. На английском языке Ринчин Гамбоев. Прошу подписываться на наши каналы, да. У Зуртана уже немножко осталось до тысячи подписчиков. У меня пока не очень много, ну, я просто чуть-чуть приболел, вот вот почти месяц не выходил, поэтому, ну, буду постараться почаще выходить на своем канале. Так, сейчас Зуртан скидает ссылку, поэтому у него чуть-чуть подвисло. Я надеюсь, сейчас Зуртан вернется к нам. Так. Вот. И, в общем, ситуация, как мы сегодня обсуждаем, момент, что наконец-то в Google переводчике, я не знаю, вот я что-то скачал приложение Google переводчика, да, но почему-то он мне бурятский там не находит, ну, я так понял, что это если переводишь с компьютера, да, я так понял, не с мобильного телефона. Нет, В все-таки, общем, видимо, рестрим, да. вот Че, у я тебя не прям пошел? вижу на глазах, у меня батарея тает. Елки, ты что это? Ну, елки-палки. Ты не зарядил, что ли, эту батарею? А что, нельзя его включить в зарядку-то? У меня на глазах просто батарея тает. Сейчас, сори. Ренчин, ты говори, ну, что-то про мощность. Ну да, да. Во-во-во. Ага. Это у тебя проблем с связью? У меня вроде бы ничего. Хорошо идет звук. Так.
Так, 11 человек. Как слышно? Напишите, пожалуйста. Что-то я почему-то не вижу. Кто-нибудь написал бы в чате. Да, Зуртан подвисает, поэтому вот такая вот ситуация. В общем, об этом мы говорим, что сейчас в последнее время на канале Зуртана Халтарова, записки Халтарова, он стал писать на бурятском языке, так что можете читать его. Наши буряты, которые знают бурятский язык. Ну, видите, переводчик, он не простой, просто не прямой перевод идет. Там, допустим, вы сами понимаете, что фразы, они бурятизируются, то есть находятся какие-то соответствия на бурятском языке. И Сейчас. не всегда, конечно, точно это получается, потому что ну, сам по себе бурятский язык, он такой вот неконфликтный, скажем, там сам по себе бурятский язык. Ну, его, видимо, таким сделали, наверное, скорее всего, потому что это все советский период, это литературный язык был разработан в советский период. Нужно было, чтобы буряты были не боевыми бурятами Путина, а, как говорится, такими мимимишными бурятами, которые говорят на таком мимимишном бурятском языке. Ситуация, знаешь, какая там? Да. Дело в том, что в субботу у меня хоть 5G стоит, но очевидно, это надо где-то на улице сигнал ловить. Я до этого эфиры проводил в студиях, там Wi-Fi мощный, поэтому проблем нету никаких. Но сегодня вот... Может быть, ты его может, ты, если что-то будешь говорить, чтобы тебя слышно было. Все-таки, мне кажется, рестриму нужно делать свое собственное приложение. Ну ладно, но видишь, в чем дело. Если у тебя есть, смотри, если у тебя есть выход на компьютер, Зуртан, с компьютера надо тебе проводить стримы. Ну? Если ты хочешь совместные стримы делать, то на компьютере нормально будет такая широкая надо картинка. на компьютер, короче, мне денег собрать, потому что вот этот старый, короче, который у меня есть, он... Вот. Да, компьютер должен быть хорошим, конечно. Пишет голодранец, носит идеи. Это про кого он имеет в виду? Зуртан про купола зря так сказал. Бань сразу. Про какие купола еще? В общем, смотрите, то есть, возвращаясь к искусственному интеллекту, который конкретно заточен на бурятский язык, я более чем уверен, что они его в течение года могли обучать бурятскому языку. Вот весь, значит... Да, говори, Зуртан. Да, опять что-то какая-то ерунда. Подвисаешь? Да. Я тут должен лекарство выпить, поэтому вовремя. Ну и, в общем, экран еще гаснет, я не знаю, как это отключить, короче. Так. Гаснет? Ну ты говори, а если ты исчезнет, то я тебе скажу, что тебя не видно, а в принципе-то видно тебя. Ну и вот, и, короче, это... Обучили они, очевидно, искусственный интеллект по всему тому пласту, значит, бурятских слов, корпусу бурятского языка, который в интернете есть, присутствует. Понял, да? Плюс это, скорее всего, данные университетов американских, которые оцифровали большое количество значит, литературы на бурятском языке, газеты и так далее. При этом я более чем уверен, что этот искусственный интеллект, он говорит на бурятском, при этом это не тупо машинное соответствие, да, то есть соответствие одному слову, одному бурятскому слову, там, например, то есть это гораздо более интеллектуальное, так скажем, потому что тексты, судя по всему, переводят все. Особенно хорошо с английского языка. И там явно, что искусственный интеллект, у него была поставлена задача выучить сначала бурятский язык, а потом из бурятского языка постараться выучить все остальные. Вот он этим сейчас до сих пор занимается, так что система будет улучшаться. В общем, мне уже там в личку пишут, что сейчас вот эти все вонючие языковые активисты, снобы вот эти, значит, все они
значит, которые там орали по поводу того, что бурятский язык умирает там, и так далее. При этом возлагали вину на уничтожение бурятского языка на бурят. Это типа родители виноваты, это буряты виноваты. Типа в том, что бурятский язык исчез. Это отнюдь не русня, отнюдь не это нацистское быдло, которое в Бурятии проживает, которое письма писало там пачками. Те же что, забыли, что ли? Там был вот этот шизанутый учитель, руснявый там у него, Петрик или Хуетрик или фамилия. Так они же там тысячами письма отправляли в Москву, что эти буряты там хотят русских нас заставить свой вонючий бурятский язык учить там и так далее. Ну, видите, бурятушки слабые, американцы не слабые. То есть профинансировали бабки, короче, дали крупной корпорации, просто сказали установку все языки народов России перевести через искусственный интеллект переводчик. Вот они эффекты демократии, вот они эффекты современного подхода, в том числе к изучению языков, а потом все это превратится, ну, знаешь, мы будем даже русню обучать, знаешь, как квантовая телепортация в определенные участки мозга. Понял? Искусственный интеллект будем русне пересаживать, и они будут блестяще по-бурятски говорить. То же самое, как бурятосы и так далее. Чипирование буряточипами. Да? Чипировать, да, Да. получается. Чипирование Руси, там программа. Я так понял, что, по-моему, Илон Маск, по-моему, такие какие-то разработки, по-моему, анонсировал, что для тех, у кого там проблемы с речью. Запатентована, значит, система, уже американские патенты есть по поводу квантовой телепортации, короче, книг в голову. То есть ты можешь не читать, я просто чик определенным методом. Есть уже патенты на это дело. То есть теоретически это все уже разработано, так скажем. Уже зону мозга определили и так далее. То есть это не байки на самом деле. Это не байки. Но при этом ты же их не читала, а тебя уже вживили. Якобы мне там предложил, значит, переобучать этих преступников, короче. То есть создавать им ложные воспоминания, ложные эмоции, там еще прочее. То есть их в камеру такую депривационную садят, короче, обрабатывают там жестко. Из гопников делать хипстеров, да? Ну, да, наверное. Сейчас, подожди-ка, меня это заебало. Сейчас, подожди. Я сейчас зайду в настройки. На другана моего похож башкир. И вырублю эту хрень. Сенут учитель мане уилы Зуртан. Что значит уилы? Нашего времени. Учитель нашего времени Зуртан. Так. Короче, немножко подвис Зуртан, да. Нас 20 человек слушает, пожалуйста, подписывайтесь на канал Зуртана, у нас на 200 каналах идет и да, подписывайтесь на канал Ренчин Гамбоева. Да, собака Ренчин Гамбоев, да. без пробела, маленькими буквами находите мой канал. Вот, там, тоже надо будет, наверное, на бурятском языке, наверное, провести эфиры, наверное. Последнее время давно ты не видишь проводили. носитель бурятского языка, так скажем, с молоком. Не с молоком, прямо сказать. Я на самом деле такой же, как ты, городской. Проблема вот этих всех бурятских активистов, я еще раз говорю, эта программа партии будет тоже включена. Именно я вот посмотрел у Ержана Тургумбая, там вот, определенный вопрос, чем партия будет заниматься, да, сейчас я допилю на польском языке, с помощью переводчика переведем на бурятский, я тебе как специалисту в бурятском языке вышлю, ты там немножко подправишь, потому что ты мне там написал по поводу, тоже напишу. Слишком мягенький язык, короче, то есть, а нам нужен бурятский язык как экстремистский, русофобский, жесткий, да? мангадофобский, мангадофобский язык нужен. Бузыр жесткор хылхыёте. А он такой мягенький, такой женский, короче, такой вот неконфликтный. Совсем дынгухате жара хэгзагым было. В общем, совсем ты понимаешь, да, слово? Да? Дынгухате жара. Зуртан и совсем все понял. Да. Ухате это умный, значит, слишком умный
Слишком умная рыбная особь ты стал. Рыбная особь пишут. Ну, понятно, короче, это намек на мое египетское происхождение, короче. Ну да. И это. А Ну почему, вот, причем здесь, а почему рыба-то? Это, с чем связано-то? налим, Почему налим, так? налим. Ну так это обзывательство было. Почему так было? Это Это не обзывательство, происхождение это такое? тотем. Тотем, да, эхириты же произошли как от Эхиритский родимой тотем? береговой щели, короче. Ничего себе. Вот, Не, вот не и как от бурятский лебедей, что альпинист ли? Речингамбоев знать Мгм. не знает, короче, о Не, я происхождении слышал, эхиритов. слышал, да, просто не думал, что это серьезно, так оказывается. Это, Но, я думал, это собственно, хохма оттуда и какие-то. возникло вот это Мгм. пренебрежительное отношение, короче. Хотя там некоторые пишут, что это Да. якобы из-за куцых усов, короче. Ну, типа, Мгм. усы не вырастали у буритосов, типа, и Мгм. напоминали, типа, налимские, короче. Я говорю, ты Налима очень видел? Говорю, нет, конечно. Это все от Мгм. того, что в свое время эхириты, как чукчи, не сдавались, вручную Мгм. колпашили, короче, засаду устраивали, резали, нахуй, девок воровали. Ага. Так что это как его. Наши девки тоже боевые были. Ручную резали, короче. Подпустит ручную. Это он, Михаил имел в виду, Да, что ты она, вот, премудрый пескарь. Понятно. да, вот, Это вот такие сказки будут. Сейчас я Салтыков-Щедринский. буду такие Салтыков-Щедринский. на бурятском языке вот такие сказки буду писать. Вбрасывать в народ, чтобы обучали. Выпущу книжку про храбрых буряток, Мгм. которые резали русских насильников, короче. Чтобы таскали нож всегда наточенный. Да-да, что там? Так что вот Что такая прервался? ситуация. Мгм. Ага. Так, как с нас слышно? Пишите комментарии, какие-то вопросы, может, есть. Да, там Пробовали ли кто-то вы пишет переводить с бурятского комментарии, языка просто это. на бурятский язык? Да, я вот Видите, сейчас сейчас он... думаю, надо все-таки Мгм. группу людей собрать, короче, которые, ну, знатоки бурятского языка, ну, и понятно, что там надо сидеть, выдумывать там и так далее. Вот просто берешь кусок текста, например, каких-нибудь украинских националистов или того же Жан-Жака Руссо, например. Да, ну, какие-то такие Мгм. фундаментальные труды, которые до этого на бурятский язык не переводились, короче. И Ага. просто вот нужно организовать просто. Мне кажется, это Мгм. направление достаточно актуально с появлением подобного. Потом можно просто в Google написать, да, от какой-нибудь инициативной группы, сказать, что ну, мы бы хотели вот на бурятский язык начать переводить. Не могли бы вы нам открыть доступ там, вот к этому искусственному Вот. интеллекту? Мы его, может быть, поднатаскали на какие-то темы такие, понял? Надо Ну, внедряться. допустим... Но это, с другой стороны, видишь, Ринчин о чем говорит? О том, что вот этот русский нарратив, который они старательно через этих вот дрессированных этих бурятоязычных активистов пробрасывают, да, что, мол, это вот буряты виноваты, да, он же вот сейчас рушится на глазах просто-напросто. Потому что вот этот искусственный интеллект от Гугла, он показывает о том, что э, ну, то есть вот эти технологические возможности, да, это же у каждого человека фактически. Потом я более чем уверен, Мгм. что потом разовьется в то, что вот мы с тобой сидим, разговариваем, да, а Мгм. искусственный интеллект автоматически на бурятский язык переводит речь русскую нашу. И все это Да-да-да. выдает. То есть и зритель, который смотрит наш прямой эфир, он захочет, бурятский выберет. Он будет слушать нас на бурятском языке. То есть это, я думаю, Мгм. дальнейшее развитие. И, в принципе, ну, такое вот, знаете, как есть такой сериал «Звездный путь». Там они, значит, вот такой декодер используют. Там Мгм. есть некий язык, да, некая система общая, да, на которая все языки остальные приравниваются. И вот, Понятно. используя, допустим, клингонский и английский язык, короче, да, Мгм. они переводятся на вот этот общий язык и так скажем, то есть стоя друг с другом, они могут разговаривать и понимать друг друга. Так что, Да, конечно. Да, еще что заметил, так что когда ты вот такая перевел вот штука. отрывок из Жан-Жака Руссо, то там, конечно же, это очень развернуто литературно получилось, потому что, видимо, с европейских языков даже лучше переводится, это понял. Это же
Ну, нет, Наверное, видишь, был английский, тут да? фишка Английский, такая. да, Я скорее всего? предполагаю, что Мгм. все-таки Мгм. постадийно это было так. То есть они его заставили, искусственный интеллект, с нуля обучиться бурятскому языку. Потом этот искусственный интеллект, обученный бурятскому языку, скажем, 100, 200 или 300 тысяч часов, которые, да, прошел обучение, его заставили выучить другие языки. Мгм. Вот эти все 130, которые вели, и которые уже там 80 языков, которых было. Вы побалуйтесь, кстати, друзья, там попробуйте с бурятского перевести что-нибудь на какой-нибудь нигерийский или там латгальский какой-нибудь и так далее. И вот он, искусственный интеллект, сам взял и выучил. Так что вот Да-да, такая говори, вот говори. штука. Мгм, сейчас. Я тут И второй вообще, в телефон хочу принципе, забрать. бурятам Мгм. надо как можно больше готовить людей в области вот, ну, то есть, опять же, вот на этом съезде народных депутатов там зацепился с человечком с одним, короче, вот, там правда, что вы нищие, идете там воевать за деньги. Я говорю, правда, это вот даже польские специалисты это подчеркнули и так далее. Я говорю, но это не основная мотивация. То есть это от ленности просто люди идут. Не хотят учиться, ну, глупые, низкие IQ там и так далее. Но вот умные едут в Соединенные Штаты Америки, в Южную Корею уезжают, зарабатывают деньги. То есть находят какие-то иные способы для того, чтобы, ну, существовать. И вот ты же знаешь, ну я постоянно говорю, что у аутистов полно стало среди бурятов и так далее. Вот аутисты, они очень хороши в этом программировании, в различном. Сейчас вот эти модные направления, искусственный интеллект, биг дейта там и так далее, короче, готовьте туда. Потому что вот он пример развития технологий. А в этом направлении вы всегда сможете и на национальную тему работать, и деньги зарабатывать, и какой-то свой собственный нужный продукт выпускать и так далее. Ориентируйте детей в Мгм. этом направлении, пока есть возможность, потому что, ну да, есть такие, говорят, тоже опасности о том, что, допустим, подготовили там программистам, короче, да, а искусственный интеллект начал программировать лучше, чем человек. Так, прошу прощения, включился тут телефон. Так, чтобы... Так. Искусственный интеллект рулит, пишет Салмин Илья. Салмин Илья. Нейросетка чертова, СМБНА, пишет Иван. Иван. Так. Да, подписывайтесь на канал Зуртана Халтарова. Нас 19 человек слушает, Да, да? мне нужно, чтобы Явно. прямые эфиры Чтобы нормально вести да, 1000 человек полноценные минимум. эфиры после 1000 подписчиков начинается. У меня Да, тоже чтобы я очень там мало не пока лазил подписчиков. каждый раз, там не исправлял этот эфир там и так далее. Сейчас я вам напишу свой этот адрес канала, куда можете подписаться. Те, кто сейчас Зуртана слушают, а сейчас. Так, я Искусственный интеллект. напишу. Разве так по-бурятски искусственный интеллект будет? Ну, искусственный, как можно перевести-то? Ну, его этот Google переводчик оставляет просто как АИ с английского языка. Мгм. Ну, не, ну, у меня, по крайней мере, сейчас давай я переведу искусственный интеллект. Ну, можно так сказать, что типа хыгдын ухаң, можно так перевести. Допустим, ухаң это как бы ум, интеллект, если перевести. Хыгдын это как бы деланный, то есть получается, он же искусственный, получается. Человек его уже изобрел, поэтому. И вот так вот иносказательно можно хыгдын ухаң, можно сказать. Он его переводит как Сделанный ум, можно сказать так. Зохимол Ухан. Зохимол Ухан. Ну или Зохимол. Зохимол это то же самое. Зохиоха или ХХ это тоже Но как это называется-то? так Синонимы, что синонимы. на самом деле вот Синонимы. эти Мгм, билингвальные мгм, буритосы, которые там это мгм, значит, мгм. э, используют часто русские. Ну, есть такая фишка языковая экономия, я же вам говорил. И иногда по-бурятски труднее сказать, больше слов нужно, чем сказать на русском языке.
И Ну, вот это это тоже потому что... проблематика неразвития бурятского языка со стороны бурятской интеллигенции по той простой причине, что действительно мы должны переходить вот в эту стадию индустриализации бурятского языка, национализации. А вот этого периода все не наступает, потому что задачи нету. Задачи нет, не было. Вот у этой Да. советской интеллигенции, которая там что-то писали, да, и у них была, ну, такая фишка вроде как интернационализм, там языковая поддержка, вроде, мол, как, что вот мы отказываемся от системы русификации и так далее. А по факту русификация, она происходила. Системная, государственная, бурятский язык стигматизирован был. И на уровне партии, на уровне там всяких обкомов, райкомов и так далее, все это запрещалось, это все было. А потом возникают какие-то бурятосы и начинают говорить, ну это же, говорит, родители виноваты, они же вам типа бурятские. А я говорю, а какой бурятский, необразованные в бурятском языке родители могут привить? Да. Вот были Не матерись исследования только. бурятских Да. Мгм. специалистов, филологов по поводу бурятского языка, и говорит, самое образованное в бурятском языке поколение это то, которое в школе обучалось в 20-е, в 30-е годы. Понимаешь? Вот у них самый лучший бурятский язык был. То есть и до этого поколения хуёвый бурятский был, и после стал. А вот эти, которые в 20-е, в 30-е годы систематически обучались, причем не в русских школах, не по русской системе образования, а именно по бурятской системе образования, которую потом после Сталина, во времена Сталина в 40-е, 50-е годы разрушили. То есть они ее перевели просто на языковые рельсы. То есть как бы образование вроде как на бурятском языке, но это не бурятское образование. То есть вот, и вот я до Мгм. сих пор не понимаю, то ли это сознательно они так себя ведут, то ли деньги им за это платят, то ли просто тупые, с низким уровнем интеллекта, точно такие же, как вот эти, которые идут там за русских, там, жопу рвут там, или там всякие дневники ведут, я там бурятосина, там, злая несчастная, там какая-то тупая, глупая, сейчас борюсь за русский мир, самому смешно, ну вот надо дожать, блядь, укронацистов, там еще кто какой-то чушь вот такую, да, всякую херню Мгм. выдумывают, вот такие вот идиоты, короче. И они запинывают, заэтовывают, понимаешь, вот эту бурятскую всю тему с языком связанную, да, вместо того, чтобы вот есть ряда. Ответственно русское государство, русские, которые вокруг бурят живут, короче, русская власть и так далее. Только они виноваты в том, что произошло с бурятским языком, потому что они институционально его дискриминировали. И в бытовом общении, и в плане этого, как его, использования бурятского языка в государственных учреждениях и так далее. Понимаешь? Если вы об этом открыто не говорите, как бурятские активисты, вы никакие нахуй не бурятские активисты, вы такие же, как вот это бурятское перевернутое образование. Вы русские снутри, да? А говорите на бурятском языке, и бурят же вот это как его, стигматизируете и оболваниваете. Какие там выросшие в 60-е, в 70-е годы бурятские родители, которые не получали систематического образования на бурятском языке, да? Конечно, они видели, что вот они-то не получили, может быть, вот это, например, НГИ, да, был такой национально-гуманитарный институт, так это же вообще с ними бухать было опасно. Я в БГУ уже в то Мгм. время учился. Туда никто не шел. И вот самое, что смешное, вот в статистике это и нет, но можно провернуть. То есть практически у всех учителей бурятского языка дети не говорят на бурятском языке, потому что они с этим языком наебались, работали этими учителями бурятского языка и литературы, получали мало, короче, карьеры не сделали, а те, которые вот выучили русский язык и пошли, значит, это, они там, ну, и ништяки получили, и все прочее, хорошая работа и все прочее. То же самое, это не отменяет, естественно, того, что тут где выгоднее, да, но мы же знаем, что Бурятотина, он человек прагматичный, как мент. Почему, собственно, среди бурятосов ментов полно? Это же прагматик. Раньше там выдавали там, ну, одежку, обувь, короче, когда в ментовку приходил, сразу одетый, короче, и так далее. То есть вот такая нищета туда шла.
Сейчас вот такие там бывшие неудачники всякие, у которых там всякие ПТУ закончили там и так далее, что куда идти. Ну, армия там на год-два топтали, короче, потом потопали в это. А кто из каких-нибудь академий, с училищ поступил, да, военных. Ну и поэтому ничего абсолютно удивительного в этом нету, что вот именно такая масса расплодилась, и она вместо вот массы пролетариев, как, например, среди башкиров, среди башкортов, среди татар, да, например, очень большая есть прослойка вот тех, которые там за Куштау боролись, там, да, которые выступали, которые строили свое татарское государство, да, во времена там Шаймиева и всех прочих, да. Вот этой прослойки нет. У нас что, менты, дубаки, короче, понимаешь? Поэтому Да-да. я очень сильно радовался в свое время, когда вот буритосы поперли в Южную Корею, там на южнокорейских предприятиях начали работать. То есть вот такая структура, так скажем, это она, ну, приучает к определенному порядку там и так далее. Собственно, это и хотели и Ирбанов, и все прочие наши большевистские лидеры сделать. То есть потому что понимали, если вот бурят не засунуть в структуру индустриального производства, буряты, во-первых, и не размножатся, да, во-вторых, будут вот выпадающие ресурсы, потому что там, ну, понятно, что в условиях той же республики Бурятии тяжело высокоэффективное Мгм. сельское хозяйство вести, да. Мгм. И, ну, не дали же, то есть Русня ж понимала, что мы сейчас, если бурят, допустим, до индустриальной кормушки, короче, они размножатся, их там будет там не 300 тысяч, короче, с половиной стариков, да, Мгм. 50% бурят сейчас это старичье, никчемные вот всякие квадратномордые, там вот эти всякие алкоголички эти там и так далее, да, которые ничего за свою жизнь Мгм. толком не сделали, короче, просто рот открывали там на бурятскую тему и так далее. Ну и даже за это время не смогли никаких Мгм. отчетов ни в ООН, ни в Госдеп никуда послать по поводу плачевного состояния бурятского языка. Мгм. Понимаешь, не людей организовать на нормальную борьбу. Ну, потому что задач не было, понимаешь, им же не ставили. Мгм. Им ставили задачи, что вот есть кто-то там. Ну, и бурят в силу прагматичности вот так думает, Мгм. ну есть там же, вот кто-то там борется где-то там. Кто-то там где-то же создает фонды там, короче. Я же где-то слышал там и так далее. Вот в этом вся проблема. Мгм. Ну, смотрите, Ну и ты сейчас перевел Бурятия помощь для пришла бурят, да, откуда вот. не ждали, короче. Мгм. Бурятия бурятской Да. власти перевел, да, Бурятия до Енисейного уровня. Немножко неправильно Замбалаев переводит. все хочет узнать. Геннадий сидит Неправильно. Мгм. в этом, как его, в Мгм. лагере. Он 3 месяца сидел в лагере закрытом, когда их оттуда не выпускали, ну, потому что он незаконно как бы границу пересек, считается. Мгм. Э, И это, как его, м, смысл мне с ним встречаться? Он уже все высказал. Там и Хамсалаеву в интервью там дал, и азиатам России дал интервью, и, по-моему, с этим еще общался, с алкоголиком. Два воздухана, да? Как ты бы назвал бы, да? Не, ну В я одном эфире. Гену-то Воздуханом не Так. считаю, но Мгм. просто ситуация Да? такая. Я общался с Мгм. Соколовым на конференции, он знает, кто это А, такой. кстати, ты И сейчас смотрел Воздухан эфир? тоже знает, кто такой Соколов. А Соколов мне так сказал, у них не хватило мотивации. А по-простому он мне Соколов, сказал, не хватило душка, короче. Вот и все, что я тут что буду комментировать. Это не Соколов мои слова, это интересный слова мужик. Соколова. Интересный мужик. Да Сейчас никакой не недавно, интересный мужик, да, господи. Что он да. там? Ну, в смысле, они провели с Айсиным эфир общий свой на канале у Айсина. В общем, интересно, я вчера послушал их вдвоем они. Это Руслан Айсин. В общем. Руслан Айсин и этот Денис Соколов, Мгм. да? И да, вдвоем они Ну, провели, они но у него кореша с этим, с Хасоевым, кстати. Интересно. Кто кореш? Руслан Айсин кореш, что ли? Не понял. Алло, ты что-то опять подвис. Вот, короче, я хочу сказать, что перевод, он не точно переводит, потому что я бы так не переводил бы, там, Бурятия для бурят был бы так, наверное, бурятский, наверное. Бурят хунут, ты бурят урын. Вот так было бы точнее. То есть бурятским людям Мгм. бурятское Ладно, государство. изменим. Таким, ну. Так, потом бурят хусым бурят. Тут дословно получается бурятскую силу бурятам. Но ты же имеешь в виду другое же, да? Бурятам бурятскую власть.
а власть это Мгм. засак. Тогда надо Мгм. говорить бурят бурят засак, понимаешь? То есть бурятам бурятскую власть. Ну, в общем, такая. В Изменим. общем, таким. Больше Ну лозунгов, и лучше бурят искусственный Енисейга интеллект работает. Амурхуртер, да. Енисейга Амурхуртер бурят гурын. Вот что-нибудь такое через тире написать надо. Ну. Такое. Ну, это Енисейга Амур, бурят. Гурын, я вот и говорю, именно слово, которое ты любишь, да, это именно. Оно, по-моему, Самбалаев пишет, ваши э, замыслы Геннадий как специалист может реализовать. Какой Геннадий, блядь? Вы напишите фамилию Геннадия. тихо. Ну, этот, наверное, Так а он что, он Мангатаев. недоучка, он даже вуз не закончил. Мангатаев. Он работал Ну, все, физически, здесь, Зуртан. наверное, тут Всех, кто физически не будет доучился, работать. всех будешь недоучками называть. Не, ну а ты пойми, вот, например, кто-то А ты имеет просто представляешь, сколько людей дипломную плохо дипломированных имеет, недоучками например. является? А теперь, М. значит, алкоголизированный бывший никто, короче, например. Ну и что толку? Да. Понимаешь? Ну, что там, захочет, выйдет на М, связь. Захочет, Ясно. выйдет на связь. Я как бы это особого желания не М. вижу с ним. То есть, ну, я не вижу, о чем говорить с ним. То Ты есть, смотрел американские дебаты первые Байдена да и смотрел, конечно, ну, это, в общем, Трампа? удручающее состояние производит, конечно, Ага. Байден. У Байдена явно там, он на препаратах сидит, которые купируют, видимо, болезнь Паркинсона. То есть он поэтому залипает там в какие-то моменты, короче. Потом отлипает, там что-то несуразное говорит и так далее. Но все-таки надо учитывать, 82 года. Его спасает, собственно, если бы он был какой-нибудь работяга, он бы давно сдох. Но поскольку он человек интеллектуального труда, Ну, он вообще, он же был простывший, говорят, голос что-то у него срывался там и так далее. То есть и общее недомогание было у человека. Ну, я думаю, что любой человек, если он болеет, он будет ужасно выглядеть, честно говоря. Поэтому, мне кажется, зря они его провели, надо было отменить эти дебаты и как-то более, так сказать, здоровом виде, конечно, проводить. Но, с другой стороны, я когда чисто слушаю, что говорит, в общем-то, м, я думаю, не знаю, ну, конечно, это надо англоязычным людям понимать, что там происходило. И вот эти скорость реакции непонятна для нас была. Я смотрел в синхронном переводе же на русский, не, ну там ситуация поэтому такая, да. что понятно, Мгм, что это мгм, шоу, мгм, нужно было шоу построить, но там не в тему выбежала жена Байдена, потом сказала, что ты, бля, был великолепный, но этого не надо было говорить, просто она думала помочь. Но тут это когда в драке, блядь, там подрались вроде на равных, короче, и вдруг выбегает кто-то и орет, ты выиграл, блядь. Ну это смешно на самом деле. а, И понятно, что Трамп ушел сам, а Байден там залип на этой сцене и так далее. То есть говорят, что он носит специальные подгузники, там, систему, значит, этого. Ну, то есть, откровенно говоря, ну, это же чисто ну, внутренняя скорее американская всего, тема, Байдена, короче. Там видимо, этот Байдена, истеблишмент, скорее всего, заменит, понимаешь, скорее это всего. вот Мгм, система мгм, такая, то есть, и по этому мгм. поводу много там и философов, Да, и да. прочих авторов там писало о том, что почему сейчас геронтократия, вот эти старики во власти и так далее. Потому что, к М, сожалению, нету альтернативы. Понятно, что Барак Обама, он не может идти, там закон ограничивающий после Рузвельта приняли. То есть после первого мгм. президента Вашингтона, который 2 срока отсидел, Да, да. ему предлагали дальше оставаться, но он сказал, что хватит. То есть и многие президенты, они Мгм, потом, следуя вот этому принципу вашингтоновскому, не мгм, переизбирались больше 2 раз. То есть и американская вот, политическая жизнь, она настолько плотная еще тогда была, что всегда были люди, у которых были амбиции, у которых были возможности для того, чтобы стать мгм, президентом. И вот, например, предыдущий президент, он понимал, что да, он сделал за 8 лет много достаточно, надо уходить. мгм, В странах, и, собственно, большая часть вот этих современных демократий, она же, ну, как бы ограничивает, например, президентский срок либо одним сроком, либо вот, ну, 2, короче. И всякие да, тирании, понятно. они там шли на что? Удлиняли сроки. Например, тот же
Деголь, он сказал, что мне надо, чтобы президентский срок был 7 лет. И вот долгое время там президента Франции выбирали на 7 лет. А если 2 срока, то это целых 14 практически поколений. 14 лет. Да. Мгм. Алло? Подожди. Да, короче, ну понятно, почему в политического истеблишмента нет, так сказать, разных возрастов, то, скорее всего, когда вот эти вот маститые люди в Америке, видимо, приходят к власти, то они фактически, наверное, вот этого поля для конкуренции уже следующих поколений, наверное, не остается. Мне почему-то Не, так ну кажется, просто потому что, понимаешь, ну альтернативы и нету, да, и как да, бы ты да, 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 вынужден да, да, выбирать между Трампом, да, мгм, который, ну, в общем-то, психо да, ненормальный, либо Байденом, который, ну, просто старикан, который, скорее мгм, всего, умрет, мгм, да, 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 на следующие 4 года. Хотя он, конечно, крепкий мужик, и по нему видно, но это нужно понимать, мгм, что хорошее детство, понимаешь, без голода, без этого, то есть это важно понимать, то есть. С другой стороны, мгм, конечно, Байдена хорошая команда, но там нет амбициозных людей. Мне, например, вчера мы спорили по поводу того, что вот нужно было выдвинуть Камалу Харрис. Я говорю, за Камалу Харрис не пошли бы голосовать, просто по той простой причине, что она женщина, во-первых. Да, она там мгм, цветная, там индусское происхождение у нее, и вот это вот мгм, из региона, вот этого бассейна, Багамских островов, там вот этой Центральной мгм, Америки там и так далее. Но не поэтому даже бы за нее не проголосовали, просто она не харизматичный лидер. Ведь Байден в этом отношении, когда он был и вице-президентом, и когда он стал президентом, да, он, ну, еще был вменяемый. Сейчас уже, конечно, ну, понятно, что от президента ничего там практически в Америке не зависит. Другое дело, что это символ нации. Ну, захотят ли сейчас мгм, американцы, да, глядя вот на развалину, откровенно я говорю, старика, особенно молодежь, пойти и проголосовать. Там есть третий альтернативный кандидат, это сын Роберта Кеннеди, ну тот вообще фрик, короче, то есть он там отрицал необходимость прививок, короче, он там пишет о том, что мгм. прививки вообще приводят к аутизму. Там вообще какой-то сторонник каких-то вот этих теорий заговора там и все прочее. Ну, понятно, да, то есть представляешь, из семьи, у которых, ну, практически всех его вот этих дядек убили, да, то есть там был еще один старший ребенок, да, которого их дед готовил на то, чтобы он там сенатором стал и все прочее, поэтому он его в армию отправил, да, тоже непонятно как-то погиб, то есть вполне возможно, что его ликвидировали. Потом убили президента, да, брата этого Джона Мгм. Кеннеди, короче, убили. Потом убили его отца и так далее. Потом там непонятные смерти в этой семье Кеннеди, там на самолетах разбивались, там племянник его там родился и так далее. Ведь понятно, что на этом фоне там дурка может поехать, и там станешь сторонником там всяких теорий заговора и все прочее. Ну и он вроде как двигается как альтернативный кандидат. То есть есть такая еще вероятность, что просто тупо могут пойти за третьего кандидата проголосовать. Но никогда в выборах, по-моему, Америки альтернативные там третьи кандидаты никогда не выигрывали такие выборы. Да, понятно. Ну, понятно с Америкой. Они, скорее всего, сейчас и та, и другая сторона поменяет, наверное, на молодых кандидатов, потому что, ну, понятно, с Но просто не Байденом это выросло точно. поколение молодых Да. лидеров ни у республиканцев, ни у демократов, но я всегда был Мгм. сторонником Трампа Мгм. э, по той простой причине, что он республиканец. То есть все-таки тот бардак, который... Ну, ты понимаешь, вот кто наехал-то, вот с Рашки, с Бурятии-то конкретно? Там есть парочка там персонажей, которых, ну, надо обратно в Рашку вернуть, чтобы они на бутылку сели, короче. То есть вот я прям буду в избирательный штаб Трампа писать письма и говорить о том, что все, короче, давайте вот этих двух персонажей, короче, все на депортацию. Э, И это, как его... Мгм. Ну, и
ты там думаешь, сейчас вот Трамп эту победит, да? антимигрантскую тему разгоняют, ну, потому что там, да, там американских там девочек каких-то насилуют, убивают и так далее. То есть приезжают люди совершенно с иной чуждой культуры американцам, да, то есть, и поэтому, естественно, забор это вот, ну, Америка, понимаешь, она все равно, несмотря на политические, на финансовые Мгм. кризисы, да, она сейчас, вот сейчас жалуются, что в Америке низкая зарплата и так далее, но это хорошо для бизнеса в целом, потому что, правда, не отработан механизм для того, чтобы американский бизнес реинвестировал эти деньги в Америку. Там и инфраструктурный сейчас кризис есть, инфраструктура устаревает, например, да, вся вот эта городские канализации, там все прочее. И как бы не видно альтернативы, вот эти огромные денежные средства, порядка 40 лет тратились на environmental, вот этот, на окружающую среду, развитие там зеленой технологии и так далее. Но по факту эти Мгм. зеленые технологии, да, экономические, внедрение этих экономических, так скажем, внедрение этих технологий экономически совершенно не обосновано. То есть это приводит там, к увеличению затрат и все прочее, а Мгм. толку для улучшения, так скажем, состояния окружающей среды это не приносит совершенно. То есть если раньше считалось, там, например, а вот давайте будем бумажные пакеты делать, там, а вот давайте там будем бумажные какие-то деревянные там вот такие вот штуки. Да. Сейчас в Европе такая ерунда, вот такие деревянные штуки начали производить. Потому что пластик это плохо, блядь, это вот там где-то там микропластик, короче, где-то что-то там появляется в рыбе там и так далее. Ну, это тоже аутисты. То есть почему пластик-то возник? Потому что энергозатраты наименьшие на пластик тратятся. Да, вот это вот дерево, оно потом вырастет, его сжечь можно и все прочее. Вот видите, нож такой сейчас в Европе такая ерунда дебильная. Дебильная еще вот ерунда такая с этими стала. Пробку нельзя оторвать, они вместе вот с бутылкой. Это вообще идиотизм полнейший. То есть, раньше, если была Интересно, традиция вот а в эти пробки Японии, отрывать, да, собирать и отдельно сдавать, то, ну да, ты пойми, да, это система такая, да, ну, но с экономической точки зрения это все гораздо мгм. дороже, чем тот же пластик, чем то, что вот в 60-е, 70-е годы изобрели для того, чтобы как раз удешевить, улучшить качество жизни. Тут пишет Евгений Замбалаев, Мурзагулов заявил, что Байден Короче, вот там замену тело готовит. пишет, жене Мгм. срочно нужно Туртана, думаю, шаманские обряд провести. Мне нужна женщина с приданным. Мне нищенка, без приданного, с прицепом не нужна абсолютно. Э, Поэтому, если желательно, чтобы еще была девственница. Ну, если она с У меня приданым, 3 основных условия, то она короче. может стать и действенницей, в принципе. Э, Финансы Не, позволяют. я не вот, у меня на этот счет В общем. загонов нету абсолютно никаких, то есть, но Ты имеешь в это, виду в реальной действеннице, что была, да? да, это 3 Но это должна быть условия, как совсем бы. молодая Не, ну, девушка знаешь, вот тогда. это есть же Ну, шутка такая, вот пошла там зашилась, м, типа, как на Кавказе там делают, то есть, ну и вроде как это понятно. целенькая вышла замуж там и так далее. У меня по этому поводу загонов нету, но это как бы желательные условия, но обязательное условие, чтобы была с приданным. Вот как Понятно. Юнг в свое время женился хорошо, да, Карл Густав Да. Юнг, известный Зуртану надо психотерапевт. кормить Да, ну и и вот физически, и он занимался духовно. И любимым делом, духовно. продвигал Да. эту психоаналитику, там, систему вот эту определенную, да, вот этих психологических там этих лечебниц и так далее. Да. Деньги на этом сделал нормально. Так, давай еще Но это, раз ну что ему призовем это людей. позволило? Богатая жена просто. Так, у нас Мне уже зачем 48 нищенка, минут эфир. короче? Я тут Да, политикой занимаюсь, у вся нас голова идет у меня в этом. Да, Зуртан, давай Вся скажем, у нас голова у меня Зуртан в идет. вас, в буритосах, короче, в будущем Все, буряке и понял, так понял. далее. Что надо работать, деньги зарабатывать и так далее. Да, Нет, да, да. друзья. Нужно заниматься конкретным делом. Илья Здесь в Польше говорят, Салмин. шляхта не працует. Короче, понимаешь? Шляхта должна Працует, да. жить на ренту. Короче. Вот жирную женщину мне Понятно. надо. У тебя в твоем роду были Я шаманы, имею в виду Зуртан? богатую бурятку. Шаманы были у тебя, Зуртан? У каждого Вряд бурята, ли. наверное, шаман есть. Есть, у всех есть. Там просто, может, сильно далеко по родове там какой-нибудь там этот
Поэтому Зачем мне шаманы? я сам Продаю. шаман, да, скажи. Есть там еще один деятель, который тоже говорит, что он шаман, да. Мгм. Ой, Ну, в общем, да. успокойся. Это алкогольный делирий уже. То есть это, понимаешь, это распад Ну личности да. это называется. Ну да. Ну, Зуртан нужно русскую надо с иркутским приданным. Что это за прикол такой? Согласен на Назарбалаев польку. что? С квартирой, с машиной, короче, с загородным домом Принципиально ему русская не и нужна, с понимаешь? фирмой, со спилкой. Полька, да? Ну да. Чтобы Русских приобщиться баб к, да кутерьма, да дайте приобщиться мне к польской. проворную, да американку черную. Американку черную. Ну да. Потом дети Зуртана будут такими мощными БЛМщиками. Представляете, дважды Не, Б мы их называется, да? воспитаем в духе Бурятский Блэк. бурятского Бурят Блэк национализма, короче. был. Да. Ну, вот эти бурятские дуры-то, они же там активно у нас на этого ли, как его, настрогали таких товарищей-то, короче. От не пойми кого. Я Мгм. понимаю, ну, вот, например, Так. там была история по поводу того, что там в Чунчуне училась девица, короче, у нее она магистратуру там закончила, чуть ли не пошла в аспирантуру в Чунчуне, короче. И за нее Мгм. какой-то уцепился негр, короче, из США. Мгм. Он типа медбрата что-то. Ну, короче, какой-то хуй без образования, короче. И Да, они вроде еще бы как вчера. уехали в Америку, ну, это плюс, Мгм. да, но с другой стороны, это вот какой уровень у дурочки, да, то есть она могла рассчитывать на американца белого с, Ну, понятно. значит, хорошим образованием, с хорошим доходом, там больше 300 тысяч долларов в год, да, но она, вот, ну, то есть это вот какой низкий уровень, то есть она Мгм. университетского уровня образования женщина, да, выбрала, Мгм. ну, я не знаю, может быть, она выбрала американский паспорт, а потом этого негра там в США выронет, короче, но он на нее настолько зацепился, что, короче, я их даже в Бурятии там встречал, когда он там приехал, короче, видимо, специально визу даже получил и так далее, то есть, ну, а опять же, я говорю, что вот это все, оно, понимаешь, от отсутствия бурятского воспитания проходит. И на это что раздражаться, короче, когда бурятские националисты по этому поводу вообще не работали. Ни одной книжки даже детской не выпустили. По поводу того, что Ну, нужно понятно. любить там, бурятских мальчиков там, и так далее. То есть вот я на одну мормонку подписан, и у них там, кстати, есть такая обработка там, да, она даже какую-то пела песенку по поводу того, что вот, надо любить, ну, девичья песенка, которую вот надо любить там мормонских мальчиков, мормонские мальчики очень хорошие, там туда-сюда, ну, такая вот это. И из детства вот ее поют, короче, вот что-то надо делать, короче, понимаешь, в этом направлении. Потому что русня-то работает для того, чтобы бурят уничтожить. Всякие фемки, всякие вот это ЛГБТшники появились там кричат, вопят на каждом углу там и так далее. Все это связано с ограничением рождаемости. Важно понимать. Американцы Я это эту такую давным-давно тенденцию поняли. тоже видел у казахов. То есть тоже типа Это, женщины-казашки там типа естественно, это все кричат там, ой, американские да вот я эти лучше на вот другого выйду, не шизанутые казаха, потому эти что академические круги, эти еще, американские эти да, университеты, они в Кыргызстане работают активно. И с- работают в Казахстане активно, и вот эти дурачки все, вот эти вот, короче, неучи, вот эти а бурятские то деколонизаторы и А так то далее, они свои тоже там туда казахи, берут кыргызы, да, фирмы. типа там устраивают там патриархат, там Нет, бьют подожди, там женщин у них реальный туда-сюда. патриархат, ты В пойми. То этом есть духе, мы ну, когда в этом говорим, духе. что вот там кто-то начинает, у бурят же то же самое, там, короче, Нет такого тоже какой-то там. самого бурята, уж Да давайте не нету этой придумывать, традиции, конечно, да. никогда не было, господи. Да, То есть, да, да, потому да. что условия жизни были хуже гораздо, там, блядь, дохуя этих баб умирало, короче, в родах. Да, 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 Собственно, да. почему рождаемость у бурят низкая, короче. То есть она одна-двух, даже тогда было, когда там по 10 детей рожали, по 15, короче. И тогда была смертность высокая. Какой там этот, как патриархат, женщина достаточно сильно ценилась, потому что, ну, умирали часто. Антибиотиков не было, понимаешь? Ну.
То есть все Не стандартно. То есть было много чего, на самом деле. И малейшая там поэтому, какая-нибудь дизентерия, и все умирали. Дети в основном из-за этого естественно, и умирали, поэтому бурятские, да. я даже удивлюсь, что Мгм, мы мгм, добрались до этой численности, там, 300 тысяч там, и так мгм. далее. Другое дело, что, конечно, не размножились. То есть вот эти 300 тысяч в 1905 году, они могли превратиться в 3 миллиона вот сейчас. Да, И тогда бы мы, конечно. конечно, вот эти какие-то смешные такие вопросы, да, примитивные по поводу бурятской национальной идеи мы бы вообще не обсуждали. Это Да, бы было конечно. уже в подкорке, в сознании там, и так далее. Вот я же пообщался с Русланом Габасовым. Он говорит, нас спасает численность. Да. Понимаешь? А у вас ни численности, ни толком молодого агрессивного поколения нету, короче. Вот такие все Мы соевые теперь куколды там и так далее. притча во языцах у всех даже. Все национальные активисты говорят про бурят. А вот и бурят такая вот ситуация. Их там 30%. Они референдум провести не смогут, вернее, проведут. Все проголосуют за, а русские проголосуют против. Ну и все. А Да, там мы русских говорится. спрашивать не Потому будем. что, Там потому что Габасов вот тоже русских по типа этому тоже поводу должно быть говорил. А слово, я говорю, а потом, мы их да. спрашивать не будем. Кто им сказал, что мы русских будем допускать до этого референдума, короче. И тут они нахуй, короче. Это наш бурятский референдум. И все, то есть тут надо просто включать Русака и зеркалить просто-напросто, да, Где а то твои вот как западные некоторые бурятоски, демократические они там на ценности? двух стульях хотят Каждый усидеть, голос как всегда, важен, короче. понимаешь? Так говорят на Западе, понимаешь? Независимо от И национальности, понимаешь? баб вот этих М, всяких м, алкашек м. престарелых, вот этих квадратномордых и так далее, там, юшковых всяких, Ну, у которых началось, русские музеи и так далее, началось. мы их до референдума тоже не М, допустим, короче. ясно. Пускай там сопротивляются и так далее. Я же одной Тут дурочки спросил, а я говорю, а Евгений что твой муж Болтатаров что-то будет за против нашу, тебя написал, да? Ты за там нашу смотрел, да, что-то? независимость будет твой муж русский Мгм. сражаться или нет? А что это он должен, типа? Я говорю, ну вот, хуй ты на бурятские темы тогда пишешь, там, возмущаешься там и так далее. Пишет Евгений У тебя Замбалаев, одно с другим не Зуртан. сходится, понимаешь? Наши русские тоже ведь обижены властью, среди них много бедных. Ну, Короче, не говори Евгений, нахрен. вы Первым же не делом к тебе беспокойтесь в дом за наших полезут, русских, блядь. понимаешь? Уедешь в Евгений, Америку, первым же делом они к тебе полезут в дом. Что ты выдумываешь, Евгений, ты, Замбалаев, дурачок? наверное, Евгений, Так, ну, можно ладно. на ты буду говорить, но, наверное, Раш косовая наша, ага, видимо, скорее всего, в России находишься, ну, то есть в Бурятии. И это, видишь, Видимо, у тебя там тоже вот подманили, у видимо, сейчас многих какой-то таких, как проект ты, по... Замбалаев, ситуация такая, что у вас некоторые уже синдром, стокгольмский синдром срабатывает. Ну как же мы будем обижать наших русских? Мы же тут вместе Начали на них живем. обращать внимание, Туда-сюда. короче, понимаешь, Вот Тринчин? типа такого, Лишний понимаешь? раз Ну, раздражаться, короче, я на ну них да. с 2007 года раздражался, короче, на вот таких буритосов, короче. Они не Ну, поменялись, ты да. поверь мне. Просто у них произошла Ну, институциализация, ну и за счет того, что они там русским жопу подлизывали, они, может быть, да, действительно, там какие-то карьеру где-то в чиновничьей среде сделали, там еще что-то, ну, чем-то обросли, короче, понял? Там за счет кого-то, опять же, да? Но толку-то это не дает в целом. То есть мы видим о том, что наличие там жопочного бурятского класса, которая там задницу русне подлизывает, она не дает никаких преимуществ в целом бурятскому народу. Понимаешь? И единственный выход для того, чтобы это изменить, это вот создать реальную жесткую милитаризированную структуру внутри бурятского сообщества. Только вооруженное восстание, вот только масса молодых вооруженных мужчин может зарешать, так скажем, да, определенные вопросы. Другое дело, что в силу низкого интеллекта, опять же, да, вот эти менты, военные, они нам не подходят в этом отношении. То есть нужно именно воспитывать с детства националистов, короче. вот То ты есть понимаешь, какая ситуация? не каких-то Мгм. шовинистов, которых там вот этот Хамбулама там расплодил, короче, да, там, которые там вроде как себя только считают настоящими бурятами, короче, а остальные это не, ну, кто на русском, например, языке говорит, это типа не настоящий бурят. Другое дело, что вот такой примитизированный бурятошка, короче, который там весь в суевериях, он за бурятскую власть бороться не будет. Он скажет, да ну, там это, меня-то силенок не хватит за бурятскую власть бороться, ну, значит, это кто-то другой будет там, а может, он хуже будет, чем русские, понимаешь? У них же такая логика у этих прагматиков-то этих всех.
говноедов этих всех Ну, прагматичных. давайте пускай... А многие как думают? Вот из нас есть Зуртан, пускай Зуртан за весь бурятский народ и борется, понимаешь? А мы Ну, посидим, фактически помолчим. мои Да, мысли, мои вот эти идеи, посидим, которые я в подумаем, да. течение Мгм. 2007 года активно выбрасывал в интернет, они же сейчас вот реализованы были. И американцы в том числе. То есть я же написал, меня Пишет, читают аналитики, зачем которые у них, унижать, видимо, русских, да? скорее всего, Ну, еще видишь, тут, искусственные интеллекты какие-то я сверстят. думаю, надо не только русским, вообще имеется в виду, кто вот в Бурятии не является бурятом в целом, да, вот не только, не только про русских говорим, вообще все, кто, как говорится, понаехал, грубо говоря, да, кто не является хозяевом нашей земли, и к этому имеется отношение не то, что там... Понятно, что русских большинство, но в целом эта земля-то ведь наша, потому что кроме нас за нее бороться больше некому вообще. Никто не будет за нее бороться, кроме нас. И когда вы говорите о Естественно, том, естественно. что да, Бурятам буряты бурятскую должны, власть, и что, тут не да, надо да, ничего когда буряты выдумывать. должны обрести свою, так сказать, субъектность, да, на своей же земле, а это воспринимается, ну, это какой-то ужасный реакционный национализм воспринимается, да. Не Ну, надо так воспринимать. надо Это вообще, ваша ладно, там фобия, эти да, бабы ваша фобия, Евгений подвякивают, Замбалаев, что-то понимаешь, Евгений? подкрюкивают Да, там и так далее. Хрен на них, короче. Нечего на них раздражаться, короче. У нас есть определенное свое направление движения, короче. да, Мы должны не распаляться, как говорится, да. на всю эту русифицированную, так скажем, Зачем, говорит, массу. бороться? За землю свою бороться, потому что у нас другой земли нет. Мы здесь более 5000 лет, как минимум, последние раскопки проводились. Люди, которые жили 5000 лет назад, они Да не надо полностью ничего идентически, объяснять. как Забань наши. Да, этого Ваньку нахуй, это да, и Стаса, блядь, поэтому... какого-то и так далее. Я не знаю, как это сделать. Где он там? Он, скорее Ну, всего, на ты... моей этой, как и на моем канале выпрыгнул. Потому что здесь Ну, тоже вот этой понятно. Руси хватает, короче, которая там это... Ну, чё, типа, ну я, с другой стороны, там набухался, помню, на этом, на Вот как съезде, раз короче. ты Тоже мне там начали посмотри, претензии какие-то интерес... предъявлять. А что это вы, мол, на Украину лезете? Я говорю, ну а Всем что, а вы в свое рекомендую время не посмотреть лезли разве, Руслана блядь, Айсина в на его канале. Называется его... Как он называется по... Что-то... Название канала не помнишь, Руслан Айсин? По... Не слежу за ними. Ну, в общем, у него есть канал Руслан Айсин, найдете, в общем-то, известный. И у него там 2 интервью было интересных, вот как раз с Денисом Соколовым, и второе интервью было с Камилем Галеевым. Вот интервью, ты же не видел? Камиль Галеев редко где Не, выступает, я, он кстати, обычно не пишет у слышал. себя. Он у себя пишет в Ну, с основном. Камилем Ну, Галеевым посмотрю, короче. Но ты да, пойми, то да, есть, где татары находятся, где мы, короче. да. Татарам вот так вот стоит Мгм. шлепнуть, блядь, у них свое собственное государство получится, ты пойми. Но они по численности А у там бурят... просто... из-за Да, численности, в первую очередь, да, короче. А у да, да. бурятосов вот проблема с численностью, это Да, раз. поистине Проблема еще со называется канал, да, старостью. поистине, И да. проблема еще с Вот тем, что баб ДЖБ пишет дохуя всяких поистине. разных, которые там вот. Вот я тут белорусов встречаю, ну, боевых, короче. Вот они Мгм. сейчас там акцию планируют по перекрытию железной дороги, которая до сих пор в Европу, в Польшу, там через Беларусь, Мгм. вот эти всякие значит, русские компании продолжают экспорт вести. Вот они собираются все дело блокировать, перекрывать и так далее. Причем там им не надо там как-то, ну, как вот эти буряковские, я помню, там, вот, ну ты же мужик, давай делай, типа, короче, как у Русни вот этой самой примитивной, короче. И они сами берут и делают. Мгм. Да, И а я помню тогда там компашка была таких этих мошенниц, короче, они там эти, наследие Айлун называлось, короче. мгм. Такая-то, они там любили подбухивать, там, видать, с мужиками там знакомились, там, и все прочее, каких-то тоже таких дурачков искали, видать, исполнительных. Ну, они такие бабы были, да, действительно, с харизмой, там, и все прочее, там, ну, многие, наверное, там, зрители знают, короче. Как-то они у меня бухали, короче, и в итоге там какие-то вещи, ну, я им дал там, чтобы они согрелись, короче, там. Ну, и в итоге вещи у меня эти уехали вместе с ними. И потом так и не догнал, короче. И я помню, когда они сидят вот так и такие, вот когда монгольские воины воевали, кто правил, блядь, империей? Типа монгольские женщины. Я такой гляжу, господи, говорю, блядь, да вы своей жизнью-то, блядь, управлять не умеете, ебаный в рот, блядь. А что там про как... На что вы хотите, на что вы нацелились, короче?
И вот Вот это, действительно проблема вот у этих бабенок, и я говорю мужикам, вот там раздражается, нам какой-то пишет, там что-то там где-то спят, гуляют, там что-то это. Я говорю, новых наберем, учи языки, японский учи, корейский, китайский, полно девок по всему миру, короче. Бери там в давай, Корее, отмуряй корейскую женщину с приличной семьи, давай там, вот этому где Стасу нет там ответим, 5 почему, поколений алкашек всяких Стас, там и так далее, да, короче, понял, а? понял. Почему сами угол не добываете, добываете, развиваете разрезы, бухаете и Да надо воруете? Это ручную русские, просто говорит, на делают. ножи было в Это 90-е русские годы делают. ставить, короче, и все это под нас подводить. Я Так же говорю, то есть, русские сделали так, что когда буряты мне перестали ощущать вопросы себя задают по поводу хозяевами. Да, того, что буряты от да. бедности, от нищеты едут, Да не короче, от воевать бедности, в от Украину, нищеты. Нет, нет, это конечно. проблема как раз в том, что буряты в 90-е годы власть не взяли. Да, И все все эти понятно. Власть предприятия они это замкнули деньги. на себя, блядь. Власть это доходы. На себя это Да, не это замкнули, понятно. понимаешь? Власть это влияние в первую очередь. Это и И влияние, да, можно но, было это все соответственно, сделать, и все эти тугнуйские угольные разрезы и все прочее, короче. есть И понятие сейчас власть это имущий, можно да? сделать. Просто начать Да. массово истреблять там, короче, тех вот, кто на Кстати, наших землях там поганят Денис или Соколов это и так сказал, далее. Не надо что ничего выдумывать. реальная борьба за независимость начнется когда начнется радикализация движений, то есть когда появятся вот Ну, такие естественно, вещи, когда появится как, мотивация. как в Самая лучшая мотивация Дагестане, это да. денежная, Вот финансовая, ментов короче. завалили, и все, Поэтому и нужно красота. Понимаешь, создавать что нет? мафию Ну, бурятскую, короче. Не да. нужно этого бояться. А многие бурятосы не понимают, они думают, что это, Так вот, какие-то бандиты и так далее. Зуртан, надо Мафия это бурятским ментам структура. сказать, увольняйтесь, берите Это оружие структура, каким-то образом короче. списанное, Отжимать да, бизнесы у калаши людей, забирайте, короче. увольняйтесь и Торговые сети создавайте отжимать бурятские и все прочее, повстанческие короче. Все это подразделения. можно делать. Менты. Смогут менты Ну, это сделать, как то думаешь, наши? привыкли на коленях стоять, короче, выпрашивать там Зуртан, где-то. Я говорю, то наши есть, менты если смогут сделать? одну торпеду Ну, пустить, короче, в Министерство образования Иркутской области, не развивайтесь перестрелять там сами всех же. этих чиновников, блядь, развалить там просто все нахуй. И сказать, что этот акт террористический сделан только лишь потому, что русня нам запретила сделать школу в Иркутске. Вот это нужно сделать в первую очередь, Все короче. понятно. А там дурачки эти вот, которые в РДК, блядь, едут воевать, там полудурки какие-то. Кто-то мне там в моем канале там предлагал там в каменных джунглях войну вести. Я говорю, насмотрелся фильмов? Ну, дурачок, аутист, короче, понимаешь? Я ему говорю, ну, сделай что-нибудь такое, потому что индивидуальный террористический акт сложно предотвратить. Это все прекрасно знают. Да. Есть куча в интернете методик для того, чтобы найти, значит, определенную информацию и совершить что-то полезное в области, значит, национального самосознания. Вот как в Дагестане недавно вышли. Почему? Многие из них оказались участниками, значит, там схемы, по которой из энергетических сетей выводились бабки. Обнаружено было, что они вывели там порядка 30 миллиардов рублей. Это только то, что было обнаружено, короче. Вот то, что там произошло, это ровно конфликт интересов. То есть это надо показать Москве, что мы тут, это наша земля, Дагестан. Мы воровали, воруем и будем воровать у русских. Все. Сейчас я более чем уверен, что вот эти уголовные дела будут закрыты. Ничего там не произойдет. То есть это власть сама внутри Дагестана организовала это. Кто там сдох? Ну, сдохли менты, ими можно пожертвовать. То есть никакой не ИГИЛ, да, там вообще, честно говоря, да? Ну, конечно, Никакого они могли так формально присягу дать. А там прикрыться, любой дурак да. может присягу дать, выслать видео, короче, туда куда-нибудь на телеграм-канал. И они скажут, что да, это вот там ИГИЛ, типа туда-сюда, короче, там, ну, какие-то мусульманские темы и так далее. На самом деле это внутряк чистый дагестанский. Показать Москве, что если вы, пидоры, решили, сейчас же экономия денег по всей рашке идет, короче. Они там со всего пытаются вытащить, выдаить, короче, деньги на войну. Уже денежек-то нету. А русня там орет, санкции не действуют. Ну, скоро на картошку перейдете, короче. Или столько Путин налогов поставит. У вас там минимальная зарплата сократится до вот этого, как в ГУЛАГе, короче. Дождите. Стас тут пишет, наш русский товарищ пишет, что да, что пишет, что вы оправдываете террористов. Извините, пожалуйста, Мы не оправдываем террористов, мы сами террористы. Вся Российская Федерация нынешняя, да, нападая на Украину, да, они террористы.
терроризм это один из методов политической борьбы. Russians это и есть террористы, понимаете, в чем дело? Russians. Вот Сейчас вы, если война, себя которую русским считаете, вы Россия должны себя считать организовала тоже против террористом. Украины, и есть Да. Все, кто террористическая. имеет красный паспорт с Россия двуглавой курицы, признана тот государством террорист террористом. Не надо ничего изначально. выдумывать. Потому что вы граждане А одной вы все страны, которая русские, вы все производит, заложники. да, который производит, так сказать, агрессию, террористические атаки на Все, и Украину. вот эти и вот все. все дурачки, Да. которые вот Поэтому собираются там, значит, кто за террористы-то? всякие РДК ехать, там, блядь, за хороших русских Те, кто сопротивляться. Короче, уничтожил вы подумайте сначала. ментов, Что вы можете сделать обыкновенного защитников там, короче, террористического Лёшку режима, Цыгенова, например, никто не поцарапать, оправдывает короче. террористов. Или Да. какого-нибудь там Баира Цыренова, короче, который Да. тоже там наворовывал, помогал Слепчуку деньги тратить, короче, Конечно. воровать. Есть полно целей, есть вот эти вот всякие казачки, которые там решили установить этот памятник этим ублюдкам этим, руснявым, выдуманным совершенно. Я и Их не говорю было нашим никогда. бурятским ментам, бурядут, Сергей Бацаев доказал, их не было. Короче. ментярнут. Взорвать памятник в Иркутске надо этому Ага. казаку Хабарову или кто там И установлен. на полиция, я вокты, гаракты, Напасть на Министерство образования да. Иркутской области за то, что запретили бурятскую школу, короче, не захотели просто денег выделять. Там полно, я более чем уверен, муниципальных зданий. Стас, Есть всякую херню хватит конкретные писать, цели. сейчас забаню иначе. Хватит. Есть база ОМОН в Улан-Удэ, на нее тоже надо напасть. Вы не понимаете, потому что вы русский по своему не только происхождению, но и вот этой вот дурацкой ментальности. Да ладно ты на него Поэтому, дурака не да. Нет, он просто нас не знает, видишь, он первый раз в эфире, короче, и пугает. Ну, видимо, да, скорее всего, да. Оно боится, Так короче. что, кто террорист, это давайте вопрос такой. Само по себе. Не надо Вот нас сейчас пугать уже террористами, мы сами террористы. Вон террорист слышали. сидит в США, вот террорист сидит в Польше. Сенат США же сейчас вышел с предложением о том, чтобы признать Россию спонсором терроризма. После, если это произойдет, это будет просто катастрофа. Это не то, что там $200 А будет какая рубль. катастрофа? Он Это вообще, для нас радость. О чем да. ты говоришь? Не, я Какая говорю для катастрофа? России, кого для вот этих вот катастрофа? русских, которые думают, что у них страна еще осталась. Понимаете, в чем дело? У них нет этой страны. У тебя, Стас, нет этой вашей страны. Вот с этим смирись. Нет ее уже давно. Это последний огонь. Вот этой Рашкостанции. Даже стан Так, слово не стоит. подождите, Даже ну-ка я как говорят, гляну. Это, походу, с моего канала прилетел Рашка. этот Стас. Ну, наверное, скорее всего. Поэтому вот такие вот дагестанские события, да, вот даже, по-моему, перенесли, да, я так понял, да, вот это вот по заявлению дагестанских активистов о том, что они выходят с инициативой, да, в Верховную Раду Украины о том, чтобы Дагестан признать оккупированной территорией, да, я так понял. Будем картошку садить и бизнес на продаже делать. Ну да, в Бурятии картошка хорошо растет, действительно. Так сказать, мы можем в Бурятии стать вторым штатом Айдахо, да, там, где родина картошки. В общем, я через Айдахо проезжал, но, в общем-то, да, земли очень похожи на бурятские. Имеется в виду, климат примерно похож. Там как Короче, раз Стаса Балдан Лама исключил живет. пока. На Балдан 24 Лама часа живет там. посидел, подумал. Да, Балдан Ну, в Лама общем, там нам надо живет в Айдахо. сосредоточиться на своих целях и задачах. Вот сейчас реальную огромную помощь бурятскому языку американцы, компания Google, короче. Я предложил возвести на горе имени Бакалина Васильева, это бывшая батарейка, так называемая. Это сейчас надо тоже проект запустить по бурятской топонимике, короче. Потому что русня там, она все обозвала, все наши бурятские. Это и сейчас в связи с тем, что там вымирает старое поколение, уже начинают пропадать, вот как эти места назывались по-бурятски. Или Кстати, по-бентийски, короче. И надо вот этот проект тоже организовать, краеведческий, короче. И вот эту мы гору батарейную, короче, переименовали моим решением, короче, в гору имени Бакалина Васильева, короче. Я предлагаю там снести этот крест, взорвать его нахрен. Именно нужно взрывать, а не просто повалить. Потому что это символизм, короче, уничтожение Русни взрывов. И поставить там памятник Ларри Пейджу, Сергею Брину, короче. Как бурятским мне знаешь, что? богатырям, которые сделали существеннейший вклад
Вот Сохранение и что развитие интересно, бурятского языка. да, еще раз по поводу топонимики скажу тебе. Сейчас Россия перестала делать торги, да, ну ими запретили вот московской валютной бирже, да, вот этой фондовой бирже проводить торги с долларом и евро. И теперь, так сказать, валютой, так сказать, стратегической валютой стал юань. А что такое юань вообще? Вот вы историю то есть все прекрасно знаете, да? Когда эта валюта была введена? Она была введена при хане Хубилае. И вообще бумажные деньги изобрели именно монгольские правители, да, Китая, с того времени Китая. То есть это была монгольская империя того времени. Вот бумажные деньги, солевые бумажки, вот они вот при Хубилае появились. И эти деньги стали называться юань в честь Вообще династии юань Юань этого называется Хубилая. жиминьби. Да, Ремки да, не да. Ну, позорьтесь. имеется в виду, ну, не просто говорю, что сама по себе династия же называется монгольская юань, и именно в монгольский период Снова ты эти в эту деньги появились. бурят-монгольскую эту Да не в этом сказку дело, просто я ударился. хочу сказать, что Монголы как там что-то символично. И вели. Ну, теперь не смеши, ну, Ремки, русские ну. теперь В являются, 49-м году он получается, появился. под вассальным, так сказать, и под юаньским вассалом находится, получается, грубо Да говоря. у То есть них вот иероглифы поздравляем вас, даже понимаете, в чем разные. дело. Ренчин. Да. Да неважно, неважно. Просто говорю, деньги именно тогда и появились, Юань, понимаете, в чем дело. он привязан к доллару. Юань не конвертируемая валюта, пойми. Что Да, это да, да, вообще да, да, никакого отношения не имеет, да. ты пойми. Ну, я тебе просто что хочу Есть сказать, что те, кто... официальный курс Центрального банка. Центральный банк в свое время, они специально в 2014-2015 году опустили курс рубля намеренно, короче. Свободное плавание, плюс еще сделали так, чтобы этот рубль стал в 2 или 3 раза. Для чего? Для того, чтобы в наши накопления залезть. Мы все сразу Да, раньше получали $1000, блядь, когда 30 рублей доллар стоил. А теперь стали да, 500 получать, понимаешь? Экономия для бюджета в 2 раза фактически. То есть каждый раз русня залезала в карман каждому буритосу, скидывает и курсы там и так далее. И зарплата, она не поспевала вот за ростом цен и всего прочего. И сейчас, если она скинет рубль, точно так же Центробанк скажет, значит, чтобы рубль этот стоил 200, блядь, это будет только означать то, что они залезают в твой карман. ну понятно, Что понятно. ты еще в 2 раза будешь ниже. Но это относительно хорошо, потому что военный аналитик вот на 11-м форуме, он заявил, что нужно добиться такого количества санкций, чтобы русский россиянин получал $4 в день максимум. Да, Тогда по расчетам аналитиков НАТО это приведет к внутренним бунтам, нестабильности. Необходимым еще условием военное поражение Рашки в Украине. Проблема в том, что американцы и все прочие партнеры, они дают столько оружия, чтобы Украина не проиграла. Но могут ну и давать не оружие победила. для того, чтобы Украина выиграла. Ну да, Понимаешь? Сейчас Русня это все прекрасно знала с самого начала, короче, еще до того, как войска ввела в Украину. Они знали, что такой вариант будет, и поэтому сейчас вышла на тему вот эта вся хорошие русские сбросили маски, вот эти дрессированные колонизаторы тоже маски сбросили, потому что, ну, они поистаскались, короче, денежки им нужны там и так далее. И там вот этот Ходорковский всех перекупил, короче, подманил их деньгой просто-напросто и все. И, соответственно, русня сейчас, вот, они раньше блокировали всеми возможными способами поставки вооружения, но вундервафли заехали, прекратился поток этих грязных русских денег, украденных у нас, у нацменов, у бурят там и так далее. Понимаете, вот в чем дело. И, конечно, буряты в таких условиях не будут размножаться. Как ты будешь размножаться, когда ты будешь плодить нищету, короче? А это нужно сделать. То есть, как в свое время валлийцы сделали, бретонцы там и все прочее. А ирландцы, они выбрали нищету в пользу своей национальной идентичности. Но поскольку бурятошка прагматичный, надо что-то копить, нужно там глупых девок там обучать в ВУЗе, там, хотя зачем им обучаться? Что 14 лет выдать замуж ее? Чтобы она там размножалась, короче, там к 25 годам, уже там к 30 годам бабкой становилась. Вот так нужно делать.
И это правильная абсолютно политика для того, чтобы увеличить свою численность. В течение 3-4 поколений надо 10 миллионов бурят сделать. Вот это основная Поколения должны задача. Ну, сменяться да, с быстрее, языком да, вопрос чем решили. Все, 25 лет. языковая тема может с нашего дискурса, с бурятского, вообще пропасть. Все, гугле, официально бурятский язык есть, все пропадает. Все, больше о бурятском языке вообще не говорим. О его проблематике, о его сохранении, там, блядь, там, о его развитии и так далее. Все делает искусственный интеллект Гугла. Конкретно которого обучили бурятскому языку, заставили обучить еще другие языки и еще прочее. Все. Теперь тема на бурятском языке закрыта, табуирована. Я по поводу там исчезновения бурятского языка говорить не буду. Буду говорить о том, о чем я всегда говорю. Чтобы каждый сказать, что... бурятосина знал, что проблема с бурятским языком возникла из-за русни и только. Ну да, здесь я согласен полностью. И ты думаешь, что искусственный интеллект, он выработает и политический словарь бурятского языка, да? Как ты думаешь, Зуртан? Нет, политический словарь мы должны допиливать. Мы должны То есть допиливать, некоторые понятно. термины он не переводит. Например, не перевел переводит, слава. да. Украинское Ну, слово. наверное, надо смотреть, монгольский язык, скорее всего, хотя бы что-то. Не надо, есть просто определенные методики, как слова получались. Из латыни, из греческого языка и так далее. Бурятосы заимствовали многие слова, уже заимствованные из русского. Поэтому надо вернуться к первоисточникам, к философским трудам греков, римлян, раннего, позднего средневековья, ренессанса европейского и так далее. То есть заимствовать непосредственно из этих языков. Из французского, из немецкого, из английского. Ты согласен, что политика это уластур? То есть это, если дословно перевести, это рождение государства, то есть политика. По бурятскому языке так звучит. И не только на бурятском, но и на английском тоже. Уластура. То есть исходное появление государства, получается. Уластура. Вот ладно, такие. все, наверное, уже я думаю нормально. перегрузили наших этих зрителей там и так далее. Час 20, 21 мы да, в эфире. час 20, наверное. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал какие-то буряты Зуртана, у него должно быть 1000 подписывайтесь на канал Ренчина Гамбоева. Ренчин, создавайте телеграм-канал тоже. Будем взаимно Телеграм, ну надо же там вести же, это же время надо специально, ну, заниматься этим делом. Ну, будешь вести, что? Ты теперь самое сложное для бурятосов выделить время заниматься чем-то, да, понимаешь, для бурятосов. Ну, вот видите, друзья, Ренчин зарабатывает деньги, в отличие от Халтарова, поэтому времени у него нет. Но ты чаще выходи, раз у тебя есть возможность. вопросами. Я поэтому беру на себя все функции, буду чаще выходить, чаще поэтому буду. У Зуртана есть там реквизиты. На деятельность буду. Чаще буду разжигать, короче. Финансируете глыбу бурятского национализма, это Зуртана Халтара. Не глыбу. Глыба. Согласен на гору. Эверест бурятского национализма. Хада. Бурят националистическая хада, в общем, таким образом, в общем, бурятская. Поэтому я просто обязательно делайте донаты. Рассказывал, как если есть возможность, да. Гарможапова на мой счет порвалась, короче. И там вот расскажи-ка про это еще раз быстренько и закончим. Вернула. Что, да какой он бурятский националист, раз бурятского не знает. Теперь я свой бурятский канал веду на бурятском языке. Вот так вот. Сатенька. Петербуржка наша. Ну. Да. Ладно, аргументы благодарю за совместный эфир. Дахингол Зутраба РТ, Бурят Хлындеры Зуртан Халтаро Уншикты, записки Халтаро подключайтесь, подписывайтесь. За Бурят Дазак. Бурят Гурын Инисеге Амур Куртер. Бурят Засак. Да, Бурят Засак. За Болтаге.